Все умирают. И ты в том числе, друг мой. Однажды ты окажешься под землей. Все окажутся. Ты не сможешь избежать этого. Однажды ты умрешь. Это невозможно представить, да? Это так же трудно принять, так ведь? Сегодня я собираюсь познакомить тебя со смертью, лицом к лицу. И пойми, я говорю тебе, и только тебе, никому более. Я не говорю о смерти какого-то незнакомца, я говорю о тебе. Я надеюсь, мои слова помогут тебе, иншаллах. Начнем. Представь, пятница, и ты в этой комнате слушаешь исламскую лекцию. Атмосфера хорошая, все дружелюбны, и вы хорошо проводите время. Есть чай, чтобы попить. Для тебя это обычный день, ничего необычного. Лекция заканчивается, и ты уходишь. Душевная атмосфера заставляет тебя задуматься. Ты вспоминаешь все свои грехи и ошибки, которые совершил за свою жизнь. И ты осознаешь, что ты даже не был обеспокоен стремлением к прощению. Ты действительно не сожалел о своих грехах. Вот поэтому ты не покаялся. Ты отбрасываешь эти мысли и покидаешь здание. Пересекая улицу, ты идешь к своей машине. Ты собираешься ехать домой. Но внезапно все меняется. Ты слышишь громкий звук. Это сигнал машины. Ты замираешь, стоишь на месте, а потом с тобой происходит то, что ты и вообразить не мог. Что-то, что происходит с тысячами людей ежедневно. Ты видишь все это в замедленной съемке. От удара тебя подбрасывает в воздух. Миллион мыслей наполняет твой разум. Словно тряпичная кукла, твое тело ударяется о землю, подпрыгивает, кувыркается и, наконец, останавливается. Ты лежишь на улице. Ты осознаешь, что это не кино. Это происходит на самом деле. Это реально. Кажется, что время остановилось. Где твои друзья? Тебе нужна их помощь. Гул сирен наполняет улицы. Воздух тяжелеет. И вдруг толпа медленно окружает тебя. Ты смотришь вокруг, ты едва ли можешь двигаться. Повсюду кровь. Не твоя ли она? Ты весь в крови. Ужасные мысли приходят. Неужели все кончено? Это конец? Я еще молод. Как могу я умереть? Смерть приходит к старым, но не ко мне. И знаешь что? Есть тысячи могил, в которых лежат молодые люди, такие же, как и ты. Люди, родившиеся в 90-х годах, в 92-м году, в 2000-х или даже позже. И сегодня, может быть, твоя очередь. Итак, ты лежишь там, весь в крови. И сирены скорой помощи становятся громче. Люди вокруг тебя паникуют, кричат, спорят. Шум и гам стоит. Это хаос. Ты слушаешь, что они говорят. «Давай, мальчик, дыши! Только дыши!» О боже мой, что происходит? Что творится? В этом кошмарном фильме ты главный герой. Ты можешь чувствовать, как кровь вытекает на дорогу. Тебе холодно. Ты начинаешь дрожать. Ты чувствуешь, как твое тело немеет. Сильные руки берут твое тело и помещают в машину скорой помощи. Она мчится прочь. Воет сирена. Водители кричат: «Освободите дорогу! Ну же, съезжайте с дороги!» Машина скорой помощи подъезжает к больнице. Фельдшеры пытаются остановить кровотечение. Они отчаянно пытаются помочь тебе, но ты сильно ранен. И сейчас ты прибыл в госпиталь. Вдруг медицинский персонал окружает тебя. Они начинают делать экстренную операцию. Они пытаются спасти тебя. Они пытаются сохранить тебя в этом мире. Но ты в шаге от смерти. Ты можешь чувствовать, как уходят жизненные силы. Ты никогда не был так близок к концу. Эмоции переполняют тебя, заполняя воздух вокруг тебя. Атмосфера становится тяжелой. Люди вокруг тебя ощущают, что ты чувствуешь.
А что ты чувствуешь? Одним словом, сожаление. Твое сердце разбито. Ты не хочешь умирать. Ты слабо шепчешь: лишь один шанс. Медицинский персонал отчаянно работает. У тебя одна мысль: спасите меня. Пронзительный звук прерывает твои мысли. Что происходит? Что означает этот звук? Что случилось? Поведение хирурга меняется. Он приложил усилия, чтобы спасти тебя. Но сейчас он стоит там и выглядит подавленным, полным скорби. Его лицо говорит о происходящем. Несмотря на то, что твои раны еще открыты, он разворачивается и уходит. Он уходит прочь. Почему? И остальной медицинский персонал уходит. 6, потом 5, потом 4. И теперь ты один. Ты чувствуешь чье-то присутствие. Вначале отдаленно. Кто-то смотрит в окно операционной. Кто там? Кто наблюдает за тобой? Давай вернемся на 15 минут назад. В доме твоих родителей звонит телефон. Твоя мама отвечает на звонок, слушает и говорит: «Да, это я». Внезапно ее лицо морщится, слезы катятся по щекам, и раздается душераздирающий плач. «Мое дитя!» Это твоя мама. Она ухаживала за тобой. Безнадежно. Она раскрывает свои руки для молитвы. «О Господь! Пожалуйста, прости моего сына! Пожалуйста, позволь ему жить! Он еще так молод! Он не на правильном пути, я знаю! Он еще не вступил на твой путь! Его жизнь полна ошибок! О Господь! Не забирай его сейчас! Я умоляю тебя! Не сейчас, о Аллах!» Она умоляет Аллаха, друг мой. Но доктора и медсестры уходят. Они оставляют тебя лишь одного в этой холодной операционной. Это оно? Это тот момент, когда душа покидает твое тело? Да, время пришло. Теперь ты видишь его, ангела смерти, алейхиссалям, мир ему. Ангел, который должен был явиться к тебе как друг, если бы ты жил на пути Аллаха. Но, конечно же, ты выбрал иной путь. Ты вспоминаешь свое прошлое, алкоголь, ночные клубы. Помнишь? Ты не защитил себя. Ты смотрел на запретное. Ты находил отговорки. Тебя это не волновало, и ты искал фетвы в свою пользу. И это тот момент, друг мой, когда ты раскаиваешься, потому что Азраиль, алейхиссалям, не встречает тебя как друга. Он является к тебе как ужасающий ангел мучения. Становится ясно, что ты не попадешь в рай. Азраиль пришел, чтобы отделить твою душу от твоего тела. Ты издаешь свой последний вздох и открываешь свои глаза. Что ты видишь? Над тобой люди смотрят на тебя вниз. Они бросают тебя в яму. Здесь холодно и темно. Ты говоришь: что происходит? Куда я попаду? В рай или ад? Но нет, мой друг, ты никуда не попадешь. Потому что сначала будет могила. Мучения могилы ожидают тех, кто не был богоугодным. Столько много близких людей вокруг тебя, которых ты любишь. Твоя мама, братья, сестры, все твои друзья и приятели. Люди, которые были ближе, чем семья. Люди, с которыми ты совершил сотни грехов. Они смотрят на тебя с высоты, мой друг. Они не с тобой в этой яме. Ты один. Ты чувствуешь вину, и сожаление наполняет твою душу. Ты хочешь вернуться назад. Ты слышишь речь имама. Он роняет несколько слов. Ты слышал Коран на протяжении своей жизни, и сейчас имам смотрит на тебя и читает Коран для твоей души. Те, кого ты любил, подходят ближе. Они начинают бросать землю на тебя. Те,
кто ближе всех к тебе, бросает на тебя больше земли, чем кто-либо. Ты можешь чувствовать вибрацию от лопаты, ударяющую о землю. Человек, которого ты больше всех любил, приходит, чтобы положить куски древесины на тебя. Ты в белом саване. Жизнь прошла. Она кончена. Что ты приобрел? Что у тебя осталось? Ты обманул меня, фальшивый мир. Ты обманул меня пустыми вещами, телевизором, кино. Ты разрушил мою жизнь, соблазняя меня запретным. И сейчас ты оставляешь меня ни с чем, с пустыми руками. Где твое имущество сейчас? Где твои владения? Что случилось? Ты высоко ставил себя. Давай, войди под землю, ощути объятия холодной земли. Здесь нет света, они покрывают тебя грязью. Мир был полон красок, но все, что есть здесь, это темнота. Нет даже ни малейшего просвета, ни красок. Это твой новый дом. Добро пожаловать в свою могилу, в то место, где ты останешься. Ты чувствуешь сожаление. Если бы ты чувствовал его, когда был жив, ты хочешь раскрыть свои руки и молить, но ты опоздал, потому что земля крепко сжала тебя в своих объятиях. Ты ничего не можешь сделать, только скрежетать своими зубами. Ты беспомощен, и теперь, когда слишком поздно, ты раскаиваешься перед тем, кто давал тебе пропитание с самого рождения и обеспечивал тебя, дал тебе мать, чья любовь окружала тебя всю твою жизнь, перед тем, кому ты был неблагодарен. Ты полон сожаления об этом. Ты думаешь: позор мне, каким дураком я был, мне стыдно. Ты хочешь пнуть себя за то, что был таким наивным, но ты не можешь. Ты молишь: о Аллах, я клянусь, я раскаиваюсь во всем. Пожалуйста, о Аллах, я молю тебя, дай мне еще шанс, отправь меня обратно на землю. Я не осознавал, что я останусь безнадежным с пустыми руками. Я обманывал самого себя иллюзиями этого мира. Этот ложный мир предал меня. О Аллах, пожалуйста! О Господь, я хочу дышать! О Аллах, пожалуйста, дай мне еще один шанс! Я не подниму своей головы земного поклона, пока не умру. Что я наделал? Что же я наделал? Я даже не прочитал Коран целиком ни разу за свою жизнь. Что сделало со мной это невежество? О Аллах! Да, мои братья и сестры, вы будете молить, унижаться, обещать и так далее. Но это не изменит ничего. Никто не сможет помочь вам в этот день. Твой брат рядом с тобой. Ты хочешь прокричать его имя? Кричи. Кричи сколько ты хочешь. Никто не услышит твой голос сегодня. Мой дорогой брат, пожалуйста, помоги мне. Почему ты оставил меня в этой яме? Возьми мою руку. Неужели нет кого-нибудь, кто может помочь мне? Мама, моя дорогая мама, ты потеряла бы сон, если бы что-нибудь случилось со мной. Мам, я страдаю. Можешь ли ты почувствовать это? Можешь ли ты увидеть это? Можешь ли ты услышать меня? Почему ты не била меня, когда я совершал все эти грехи? В то время, как имел столько пропущенных молитв. Отец, брат, ребята, мои лучшие друзья, я думал, что мы всегда будем вместе и не предадим друг друга. Пожалуйста, хотя бы один из вас, протяните свою руку, помогите мне. Мой друг, ты можешь кричать изо всех сил. Это не поможет. Это бесполезно. Есть только один, кто может услышать твой голос. Аллах. Только Аллах слышит тебя. А теперь ты понимаешь значение слов? Ля иляха илляллах. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Что случилось с теми людьми, которых ты ставил выше Аллаха? Где твоя возлюбленная? Та, который говорил, что никогда не оставит тебя. Человек, которого ты любил больше всего. Где твоя возлюбленная сегодня? Где деньги, которым ты поклонялся как Богу? Ты продал свою религию за эти деньги. Помнишь? Ты не молился, потому что твой начальник не позволял молиться на работе. Ты продал свою религию за зарплату и выбрал мирские награды. Покажи мне, где твой начальник сейчас. Где все твои деньги? Только Аллах может слышать тебя. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Но у тебя плохие отношения с Аллахом. Ты был несправедлив к Нему.
Ты не можешь даже раскрыть свои руки, чтобы сделать дуа. Мой друг, ты плачешь так много, что окружающая тебя земля становится влажной. Это твой новый дом, и здесь ты будешь мучиться до судного дня. Каждое утро и каждую ночь ад будет показан тебе. Ад будет твоим следующим домом навечно. Ты не сможешь для себя попросить Аллаха прекратить мучение могилы, потому что то, что ожидает тебя, это ад. И ад хуже, чем могила. Ты не сможешь попросить, чтобы это остановили. Ты будешь измучен. Это то, чего ты хотел? Это тебе нужно? Позволь мне рассказать тебе об аде. Ад хуже, чем все, что я уже рассказал. Есть ли необходимость, друзья мои? Я спрашиваю вас. Есть ли необходимость? Есть ли необходимость напрасно тратить свою жизнь на бессмысленные вещи? Действительно. Есть ли необходимость разрушать свою загробную жизнь и променять свой ахират на этот мир? Ради этой ужасной дуньи. Возможно, среди смотрящих это видео есть мусульмане, которые не молятся 5 раз в день. Или те, кто не молится вообще. Что случилось? У нас всегда была отговорка, не так ли? Я не молюсь из-за этого, я не молюсь из-за того. Эти отговорки однажды не спасут вас, когда вы будете под землей. Никто не скажет: хорошо, простите его один раз, он был хорошим человеком. Придите в себя. Вы можете спросить: о чем думает этот парень? Он кричит на меня. Я здесь, чтобы помочь вам. У меня есть кое-что против вашего нафса. Я не получаю ничего за помощь вам. Я делаю это, потому что хочу помочь вам, мои братья и сестры. Спасайте свой ахират. Ваш властитель хочет простить вас. В хадисе Кудси Аллах говорит: «Моя милость опережает мой гнев». В другом хадисе Кудси Аллах говорит: «Если мой раб сделает 1 шаг навстречу мне, то я сделаю 10 шагов навстречу ему. Если мой раб пойдет пешком ко мне, то я побегу к нему». Вы видите? Аллах хочет простить вас, потому сделайте 1 шаг. Лишь 1 шаг. Расстелите свой молитвенный коврик сегодня и скажите: Бисмиллях, Аллаху Акбар. О Господь, я буду являться к Тебе 5 раз в день, начиная с сегодняшнего дня. Пожалуйста, прими меня. Нет другой двери помимо Твоей. И если вы все еще пытаетесь найти отговорки после услышанного от меня, я говорю вам, что эти отговорки приходят от дьявола, от шайтана. Ты позволяешь ему забрать 15-20 лет своей жизни. Сегодня пришло время очнуться и крепко держаться за ислам. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: могила – это либо яма из ада, либо один из садов рая. Возможно, Аллах наградит нас этими садами, иншаллах, и сделает нас из числа тех, кто говорит: пусть смерть придет и заберет меня. Я готов встретить своего Господа. Позволь нам сказать: о Азраиль, добро пожаловать. Пусть он придет к нам как друг. Позволь нам обнять этого великого ангела. Позволь сказать: забери меня к нашему пророку. Позволь мне увидеть того, кто обеспечивал меня. Разреши нам встретиться с тем, кто заботится обо всех нас. Позволь нам встретить нашего Создателя. Пусть наша могила будет садом из рая. Дай возможность увидеть друг друга там и затем войти в рай, чтобы жить вечно. Аминь. Нет нужды больше ни в чем, мои братья и сестры. На самом деле, нет нужды, чтобы стать растопкой для адского огня. И все это ради нескольких грехов. О мой щедрый Создатель и сострадательный Попечитель! Твое творение и раб мятежен и бессилен, беспечен, невежественен, слаб, низменен, грешен, преступен, словно сбежавший раб. Но после 40 лет он покаялся и хочет вернуться в свой двор. Он ищет убежища в Твоей милости. Он признается в своих беспечных грехах и ошибках, терзаемый сомнениями и несчастьями. Он умоляет и просит Тебя: если по своему совершенному милосердию Ты примешь его, если Ты простишь его
и смилостивишься над ним, то это в любом случае твое величие, потому что ты милосерднейший из милосердных. Если ты примешь меня, то к какой двери могу я приблизиться? Существует ли другая дверь? Нет попечителя иного, кроме тебя, к двору которого можно подойти. Нет истинного объекта поклонения, кроме тебя, у которого я могу искать убежище.